Пока они выбили эту арматуру, пока чуть-чуть потушили это, уже туда, когда зашли, они уже задохнулись. Вот этим. Беда пришла 5 октября. Ночью начался пожар в бане Коллонтаевых, рассказывает бабушка близнецов. Предбанник весь был уже в огне, весь горел. Ну, я тут бегала вокруг нее, пока до меня дошло, что надо позвонить. Побежала домой за телефоном, взяла телефон, начала набирать 111, кричать им, что пожар, помогите, горим. Пожарные с огнем справились быстро, вот только спасти Михаила и Ксению Коллонтаевых не смогли. По предварительным данным, дверь в баню была заперта снаружи, кто-то заблокировал ее арматурой. Так 7-летние близнецы Саша и Юра остались сиротами. Первыми на беду откликнулись волонтеры. Дети на тот момент из-за непригодных условий уже находились в приюте. Бабушка была растеряна, постоянно плакала, потому что как быть она не знала. То есть только что она похоронила сына с невесткой, прошло совсем небольшое времени, дети потеряны. Сама в условиях непригодных для проживания даже пожилого человека. Первым делом, благодаря помощникам, отзывчивым людям, была бы арендована квартира. Вот здесь будут у нас жить дети. Это детская. Для них специально выбирали обои, специально подобрали даже постельное белье. Бабушка Гульсина до сих пор не верит, что теперь у них есть свой дом. Недавно она оформила над внуками опеку. Теперь, говорит, будут всегда вместе. Светлый какой красивый дом нам построили, как обещали. Они свои обещания выполнили. И мы постараемся вырастить детей тоже достойными. Новоселье стало праздником для всей округи. Для детей соорудили надувную горку. Ключи от дома вручил руководитель строительной фирмы Ильяс Гемадов. В этот торжественный момент я хочу вам вручить эти ключи. Держите. Сами видите, то есть мы это не одни, это целая команда. Мы объединили целую группу, там порядка 70 человек у нас в группе герои нашего времени. И эти 70 человек, каждый что-то вносил свое, и каждый, я чувствую, что они получали удовольствие, то, что они делают. То есть мы то, что сделали, в первую очередь, наверное, даже для себя сделали, ради удовольствия Всевышнего. Кто-то сделал скидку на стройматериалы, кто-то покупал мебель, кто-то принес шторы. С миру по нитке построили настоящий дом. Маленькие Саша и Юра уже в своих заботах. Впереди у них школа. Представители района обещали, что во всем будут поддерживать семью. Большая гордость, что есть много неравнодушных людей, которые принимали в этом участие. И обязательно поможем и поддержим и при поступлении детей, и когда они будут собираться в школу. В память о погибшем сыне и невестке Гульсина Коллонтаева на месте сгоревшей бани рядом с новым домом посадила яблоню. Она уверена, со временем близнецы здесь разобьют сад. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.